День огневода познавательный, веселый, уникальный, хороший, жизнерадостный, семейный, веселый, интересный, развлекательный. А еще самобытный, яркий, захватывающий и незабываемый этнопраздник, старт которому 13 марта даст концерт «Сельские самоцветы». В преддверии Дня оленевода в гимназии номер 2 для учащихся 3 Б-класса прошло особенное занятие. Специалисты Национального парка Югы-2 Ольга Бумакова и Ольга Канева стали для ребят настоящими проводниками в сказочный мир Крайнего Севера, погрузив их в удивительную жизнь северных оленей. Северный олень, он славится, ребятки, своими красивыми рогами. Хочу вам представить, что смотрите, какой он длинный. И его длина 1,5 до 2 метров. Еще у этих животных широкие и острые копыта. Когда они встают на ножки, на свои лапы, они всем весом. У нас же олень тяжелый, весит до 220 килограммов. Конечно же, он меньше лося, лось весит больше 350, где-то 400. Но когда они встают полностью на свои ступни, получается, у них раскрываются лапки, как у лягушки. Из-за этого олень очень хорошо передвигается как по снегу, так и по болоту. Школьники узнали о питании, поведении и неоценимой роли этих удивительных животных в природе и жизни северных народов. В рамках занятия ребятам был показан фильм «Олени. Герои в военное время», который вызвал у детей живой интерес и внимание. В кинокартине рассказывалось о том, как северные олени помогали перевозить грузы, медикаменты и боеприпасы по труднодоступным территориям, где автомобили не могли справиться. Школьники узнали, что благодаря стойкости и выносливости этих животных во время войны были спасены тысячи жизней. После просмотра дети с большим увлечением приняли участие в творческой мастерской по изготовлению закладок для книг с очаровательными мордочками оленей. Урок пролетел незаметно. Такие занятия не просто рассказывают о северных оленях, но и, что важнее, воспитывают любовь к родной земле и уважение к ее традициям.